Продолжит наш эфир брифинг по эпидобстановке. Узнаем актуальную информацию по количеству новых выявленных случаев COVID-19 в регионе, а также принимаемых мерах по борьбе с инфекцией. Предлагаем послушать. Ты видишь, да? Ольга Валерьевна, здравствуйте. Расскажите о текущей эпидобстановке в республике. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка в республике остается напряженной. За последние сутки, по данным Управления Роспотребнадзора, выявлен 101 новых случай коронавирусной инфекции. В Якутске, в столице нашей республики, выявлено 62 случая. Остается напряженной, но имеет тенденцию к улучшению ситуации в Мегино-Кангаласском улусе, где выявлено 7 случаев. По 6 случаев выявлено в Амгинском и Вилюйском улусе, где непосредственно дано указание оперативным штабам районов провести работу по зачистке непосредственно места распространения инфекции. В Верхневилюйском улусе зарегистрировано 5 новых случаев, в Верхоянском, Ленском и Намском улусе по 3. По 2 случая зарегистрировано в Алданском, Мирнинском и Аймиконском улусе. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, необходимо обратить внимание, что текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка является сегодня основанием для принятия решения районными оперативными штабами о проведении коллективных мероприятий, летних, которых мы, как правило, с вами всегда ждем. В связи с этим следите за информацией, которая сегодня исходит от оперативных штабов районов, для того, чтобы строить в том числе и свое летнее времяпровождение. Уважаемые жители, на настоящий момент, безусловно, наши районы, так же как и из республики, начинают выезжать жители нашей республики для проведения своего отпуска. У нас сегодня ряд санаториев, профилакториев, а также мест отдыхов на территории Российской Федерации в качестве условия выдвигают условия обязательного вакцинирования граждан. Я напоминаю, что в республике продолжается массовая вакцинация граждан республики. Во всех поликлиниках республики эту вакцинацию можно пройти. Сегодня дополнительная вакцина поступит в Чурапчинский, Мегино-Кангаласский улусы и Хангаласский улусы нашей республики. За сутки в целом продолжают также работать и лаборатории. Проведено 680 исследований. Всего с момента начала коронавирусной инфекции, пандемии, по ней в республике проведено 1 137 728 тестов. И за этими цифрами стоит, безусловно, работа тех, кто на настоящий момент до сих пор работает как в красных зонах, так и в наших лабораториях в достаточно жестких условиях. Условиях тогда, когда, безусловно, хочется и всем передать слова о том, что вакцинация – это единственное, что спасет нас от новой коронавирусной инфекции. На 8 июня 2021 года в республику поступило 202 409 доз вакцины против коронавирусной инфекции. Первую вакцину у нас уже получили 179 383 человека. На настоящий момент в поликлиниках нашей республики особенно активно ведется в том числе и вакцинация по второй дозе, с учетом тех событий, которые у нас с вами происходили месяц назад, 2 недели и 3. Тем не менее, не должна снижаться по темпам и вакцинация по тех, кто впервые принимает решение о проведении вакцинации. Медики республики проводят объяснительные, разъяснительные беседы, проводят просветительскую работу и, безусловно, приглашают вас для того, чтобы сделать добровольный выбор о заботе о своем здоровье. А заботиться о своем здоровье против коронавирусной инфекции мы можем только путем вакцинации. Это был брифинг оперативного штаба об актуальной эпидобстановке, а мы идем далее. Вы смотрите выпуск новостей в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главном. Пожарные парашютисты прибыли в Верхневилюйский и Нюрбинский улусы на помощь в тушении лесных пожаров. В Алекминском районе строят корпус для психоневрологического диспансера. На каком этапе находятся работы? Реализована давняя мечта писателей-фантастов. Ученые оживили червей, которые более 20 тысяч лет назад оказались в вечной мерзлоте на востоке Якутии.
Противопожарные отряды студентов созданы в Якутии. В настоящее время ведется работа по формированию бригад. Оперативную обстановку с лесными пожарами обсудил оперативный штаб с участием премьера правительства Андрея Тарасенко. В 10 километрах от населенных пунктов действует 8 очагов, а всего в республике зафиксировано 22 лесных пожара. Как сообщили в Минмолодежи Якутии, созданы противопожарные отряды студентов. В настоящее время формируют бригады. Председатель правительства поручил первому заместителю Дмитрию Садовникову совместно с министерством распределить бойцов студотрядов по всем районам. Напомним, всего на тушение лесных пожаров в регионе заняты более 1600 человек. Завтра планируется прибытие 47 авиапожарных и 2 летчиков-наблюдателей Амурского отделения авиалесоохраны. А накануне пожарные парашютисты прибыли в Верхневилюйский УЛУС на помощь в тушении лесных пожаров. Напомним, из Хабаровска в Якутск прилетели 53 десантника и 2 летчика-наблюдателя. 6 из них накануне вечером прибыли в район на самолете вместе с необходимым набором для тушения. А сегодня около 5 утра остальные парашютисты пожарные по земле приехали в Верхневилюйский УЛУС. Команду парашютистов встретил глава Минэкологии Сахамин Афанасьев. С утра провели собрание, после чего отправились на авиационный мониторинг. Ближе к обеду десантники начнут распределять по точкам из вертолета для тушения огня. Мы очень рады, что вы прибыли. Все у нас с собой, все с собой привезли. То есть мы полностью обеспечены, полностью мобильные. Можем в любой момент, в любое место работать. Тут я понял так, что осадки небольшие были, да, то есть это нам на руку помогло. Вот. Но сейчас надо будет все обрабатывать, чтобы не возобновилось, и где горит, все это ликвидировать. Копать мини-полосы, где надо будет там водой заливать, ну то есть это все по месту. Когда подлетим, все это будет видно и будем работать. Я 30 лет проработал в авиалесоохране, поэтому не раз здесь у вас был, работал, знаю. Минувшей ночью парашютисты-десантники прибыли и в Нюрбинский район. 120 бойцов Приморской авиабазы из Владивостока, прилетевшие в город Мирный, приехали в Кюндядинский на слег. 4 вахтовика и автобусы были заранее задействованы для перевозки. Сразу по прибытию бойцов распределили по 3 точкам лесных пожаров. В Кангаласский и Адейский на слеге направлены 52 десантника. Остальные распределены в Нюрбачан и в Вараностах. Прибыло с Приморья корпус по пожаротушению авиалесоохраны. Это парашютисты, это профессиональная сила, которая, надеемся, поможет по тушению наших пожаров. И будут участвовать в других участках, где сегодня стоит напряженный по пожарам. Число работников и техники увеличат для ускорения строительства Жатайской судоверфи. Ход работ проверил председатель правительства республики Андрей Тарасенко. В настоящее время на объекте строится блок корпусных производств. Рабочие устанавливают металлоконструкции и стены по периметру. Сообщается, что на сегодняшний день в стройке задействовано 135 человек, количество увеличено на 45. Часть техники предоставлена местными компаниями, но этого недостаточно. Для ускорения работ по монтажу премьер Якутии поручил ускорить найм дополнительных бригад рабочих и доставку техники. Также премьер поручил пополнить запас строительных материалов. А для реализации проекта развития лесопромышленного комплекса «Алмаз» на западе республики его включат в ТОР Якутия. Соответствующее соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме. По его условиям запланировано расширение границ ТОР Якутия на территорию реализации проекта с объемом инвестиций 1 миллиард 800 миллионов рублей и созданием более 360 рабочих мест. При этом инвестор сможет воспользоваться льготами, доступными для резидентов ТОР, что значительно ускорит реализацию проекта. СН Николаев накануне прибыл в Казань возле трапа самолета. Его встретил президент Татарстана Рустам Минниханов. С 7 по 11 июня проходят Дни Якутии в Татарстане. Планируется к подписанию соглашения между двумя республиками, направленные на развитие и углубление отношений. Сегодня в Казани проходит межрегиональный форум «Якутия-Татарстан». Министерство предпринимательства Якутии и агрохолдинг «Туймада» проведут рабочую встречу с руководством татарских компаний «Агросила» и «Барс» по поводу дальнейшего сотрудничества.
Кроме того, Татарстан и Якутия усилят работу по переводу национальной литературы на якутский и татарский языки. В рамках Дней Якутии состоялся круглый стол о путях развития литератур тюркоязычных народов России. В частности, вопрос коснулся проблемы переводов произведений национальной литературы. Участников поприветствовал министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов, который отметил важность этой темы и необходимость принятия решений на уровне правительств. По словам председателя Союза писателей Якутии, народного поэта Натальи Харлампьевой, в историях национальных литератур много общего, особенно в советский период, когда национальные авторы сильно пострадали от буржуазного национализма. Есть необходимость усилить работу по переводу национальной литературы на якутский и татарский языки. Возвращаемся в Якутию. В Алекминском районе строят 2 объекта по нацпроекту «Демография». Один из них – это корпус для психоневрологического диспансера на 200 мест. На каком этапе находятся работы, знает Елена Фаст. Быстрые темпы набирает строительство в местности Селиваново. Новый корпус для психоневрологического интерната. Менее чем за месяц поднялись стены всех 3 корпусов. Завершается работа по нулевым циклам на 2 блоках. Параллельно идет работа по межэтажным перекрытиям. Здесь работает, не считая механизаторов, 86 человек, не считая ТР. И механизаторов 10 человек. До конца вот самого такого напряженного периода. Да. Еще, я надеюсь, наверное, в июле месяце еще люди доедут. Я имею в виду сварщики, сантехники. Так что, и на обделочные камешки приедут еще, баржами материал поставляем оттуда, баржи грузятся в Якутске, наши шлакоблоки, все остальные материалы, которые нужны, и люди еще доедут. Так что пойдем. Навигация только открылась. В ближайшее время подойдут необходимые груза, после чего есть потенциал ускорить темпы. Планы большие. На следующий год планируем только обделка, плитка, шпаклевка, покраска, да. А нынче планируем до осени крышу возвести, да. Возможно, осенью и глубокой, до больших морозов фасад делать. И когда вот ближе к весне тоже фасад закончить, чтобы лето уже было готово у нас. А на следующий год оставить благоустройство, я имею в виду, да, такую вот территорию. Строительство объектов на постоянном контроле. Есть взаимодействие с администрацией района, которая готова оказать содействие по ряду вопросов. Еженедельно осуществляем выезд, осмотр по ходу строительства объектов, и ежедневную работу с подрядчиком и начальниками участков, которые здесь находятся на местах для выявления возможных проблемных причин и совместного решения этих вопросов. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Организовано видеонаблюдение в парке культуры и отдыха села Бердигистях. 4 камеры установлены в наиболее посещаемых зонах около Аллукмас, детской площадки и Урасы всех наслегов Горного Улуса. Работа по установке проведена местным предпринимателем Александром Даниловым. Круглосуточное видеонаблюдение позволит фиксировать происшествия, выявлять нарушителей и в целом послужит профилактике правонарушений в местах отдыха. Обслуживание год где-то 25 тысяч рублей, и камеры снимают в постоянном режиме 24 часа в сутки, 4К разрешений, четкость до 30 метров, а так показывает до 100 метров. Ученые оживили нескольких червей-коловрата, которые более 24 тысяч лет назад оказались в вечной мерзлоте на востоке Якутии. Мы реализовали давнюю мечту писателей-фантастов, открыли свидетельство того, что многоклеточное существо можно заморозить и хранить на протяжении многих тысяч лет, а затем вернуть его к жизни. Приводятся слова одного из авторов исследования, научного сотрудника Института физико-химических и биологических проблем Станислава Малявина. Коловратки – одни из самых примитивных многоклеточных животных. Они могут переносить очень продолжительные и резкие засухи. При недостатке воды коловратки быстро выводят все ее остатки из своих клеток и вырабатывают вещества, с помощью которых можно пережить подобную форму анабиоза и вернуться к жизни после того, как засуха кончится. На этом выпуск подошел к концу. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.